Говно риэлтор с просмотрами. 100%. Грубо говоря, вот слово пацана. Вот все, мы порешали. О, это вообще шикарно. Это просто шикарно. В соцсети там один, по факту встречаешь, опа. Ну, то есть ты вообще другой. Были комментарии вот этих дрочил. Ну, грубо так. Знаешь, как я продаю образ жизни, а не объект. Друзья, всем салям. Добро пожаловать на нашу подкаст-студию. Сегодня у нас в гостях мой давний знакомый Тимур. Я с ним познакомился примерно 4 года назад, когда мы снимали фильм. Я его пригласил в качестве актера на роль юриста. Когда я первый раз, Тимур, тебя увидел, я подумал, ты реально юрист, походу, да? Но как оказалось, Тимур у нас риэлтор. Еще и риэлтор. Да, и, наверное, как уже многие из вас понимают, тема подкаста будет про недвижимость. Так что мы начинаем. Давайте готовься к себе там чайку, печенье. Мы погнали. Тимур, расскажи о себе. Бай, спасибо, что представил. Да, меня зовут Тимур. Я агент по недвижимости, риэлтор, как говорят в простонародье, или риэлтор, ну, кому как удобно. Значит, я с 2013 года занимаюсь агентской деятельностью, и с 2018 года я работаю сам. Я сначала начинал с партнером, и с 2018 года мы разошлись, и я начал работать один вот по сей день. Ничего со мной не случилось, я жив-здоров, вашими молитвами и молитвами моих клиентов. Вот как-то так. Окей, классно. А как ты стал риэлтором? Там была какая-то предыстория или просто вот такой, кем стать риэлтором? Вообще, среди риэлторов ходит такая байка, ну или там легенда, что риэлторами становятся, когда хотят легких денег. Вот, на самом деле, у меня примерно так же начиналось. Значит, мой партнер, будущий партнер, и на данный момент бывший партнер, и на тот момент будущий партнер, он имеет агентство недвижимости в Челнах. Агентство недвижимости в Челнах. Он решил открывать агентство недвижимости в Казани. Я сказал, давай попробуем. Но с чего это началось? У него в Казани была квартира на продажу. Вот, так как он жил в Челнах, ему неудобно было ездить сюда в Казань показывать. Он говорит, показывай квартиру. Там я тебе заплачу на тот момент 1010 или 15, что-то такое. Но учитывая, что в 2000, по-моему, 13 или тогда, да, вроде 13 году курс был другой, тогда агентская комиссия в среднем по рынку в Казани составляла порядка 30-50 тысяч рублей, 30-50. Неплохо, кстати. Вот, неплохо. И я тебе больше скажу, даже сейчас за эти деньги многие работают. Вот. Плохо это или хорошо, не знаю. Вот. И он мне тогда сказал, вот, показывай квартиру на Татарстана, по-моему, тогда квартира находилась, однушка или двушка, ну, хрущевка, в общем. Не хрущевка, вернее, ленинградский проект. И я говорю, ну, давай показывай, что, в принципе, несложно. Я не помню, как весь процесс происходил, но быстро продалась квартира. Он сопроводил всю сделку. Я ему говорю, Айрат, давай, ты давно хотел открывать агентство недвижимости в Казани, давай попробуем. Ну, то есть у тебя есть опыт, компетенция, он сам юрист по образованию, значит, ты будешь юридические вопросы сопровождать, научишь меня всем тонкостям, чего как, а я продажник, ну, не так, чтобы там какой-то суперпродажник, но на тот момент опыт определенный имел в продажах. Вот, по сути, что недвижимость продавать, что там утюг продавать, разницы, по сути, нет. И занимает одинаковое количество времени. Если недвижимость не короче, на самом деле, цикла сделки, потому что если ты знаешь, правильно угадываешь или определяешь потребность клиента, ну, твоего покупателя, то там вообще никаких вопросов нет. Ну, то есть недвижимость зачастую проще продать, чем тот же самый утюг, потому что, ну, утюг там какие-то, не знаю, там пар, там вода, тепло, сколько он там его дает, ну, куча вариантов, а недвижка, ну, вот, все, определил, вот недвижка, тебе, вот квартира тебе за 100 миллионов, все, забирай, она тебе точно нужна. Там точно есть утюг. Вот. И он тогда согласился. Вот, мы сняли офис в центре, около вокзала, около ЖД вокзала. У меня товарищ, как раз-таки у шефа, у товарища офисный центр. Вот, он там нам сделал какую-то там приятную ставку арендную, и мы, в общем, сели туда. Вот, и все, вот так моя риэлторская деятельность закрутилась. Тогда рынок был сильно другой. То есть, во-первых, цена квартир была сильно другой, размер комиссии сильно другой, как я тебе сказал. Вот. И меня учили немножко по-другому. Ну, то есть люди тогда
они и сейчас, ну, зачастую жадные до денег, да, но тогда это особенно отчетливо проявлялось, потому что я работал в таком сегменте, как раз-таки там, ну, условно, цена квартиры там 2, 3, 4 миллиона рублей. По тем меркам, по тем временам это большие деньги в целом, вот. И зачастую у людей они еще и последние. И вот этот вот вайб, ну, назовем его так, да, вот это вот эмоциональное состояние, которое передавалось от клиентов мне, оно мне не нравилось. Ну, вообще не нравилось. Я, конечно, работал, то есть какую-то денежку это приносило, но не так, чтобы, знаешь, как это то, к чему я стремился, скажем так. Вот, у нас долгий период времени даже была большая команда, то есть сначала мы работали сами, потом взяли несколько риэлторов, у нас был даже там руководитель отдела продаж, и в пике у нас было там 20 или 25 агентов. Вот. Мы прям вот с утра до ночи прям пахали. Очень необычный был для меня на самом деле график, потому что вот вроде агентская деятельность, типа свободный график и все остальное, но я этого не понимал. То есть, да, ты можешь там в любое время на обед пойти, там в любое время поужинать, но вот этот вот момент, что ты приходишь домой в 10, там, в 11 вечера, мог и в 12 прийти, и показы в любое время могли происходить, оно было необычным. То есть я не понимал, как выстраивать вот этот вот тайм-менеджмент, что с этим делать. Ну, действовал по наитию, скажем так. Вот. И Айрат, безусловно, ну, я ему прям сильно благодарен вот тем азам, которые он мне дал. Он классно ответственный был, вернее, классно курировал юридическую часть, это прям вообще супер. Вот, ну, по продажной части как-то вот оно вот, ну, шло, и мне, в принципе, ну, довольно легко давались вот эти вот продажи той недвижки. Но вот это эмоциональное состояние, которое шло, которое сопровождалось вот этими всеми процессами, оно мне прям вот сильно не нравилось. Потому что, ну, повторюсь, вот этот вайб, блин, как бы его назвать? Вайб нищеты? Я понимаю, у нас у фрилансеров также. Риэлтор тоже фрилансер, по сути. Бесконечный график, выходные работаешь там. Понимаю. Да. Еще вот это вот, знаешь, вот этот контингент людей, вот обычных людей, ну, то есть все люди одинаковые, по большому счету, да, просто кто-то чем-то там выделяется. Я сейчас вообще не про уровень дохода говорю. Но когда ты зарабатываешь там условно там 50 тысяч, если вот мы сейчас по нынешним меркам возьмем, у тебя одно состояние. Когда ты зарабатываешь там 500 тысяч, там миллион и более, у тебя другое состояние. Но важно еще понимать, что это состояние не из-за того, сколько ты зарабатываешь, а именно из состояния ты зарабатываешь вот столько денег, сколько ты зарабатываешь. И вот тогда это прям особенно отчетливо чувствовалось, потому что почему такие бюджеты были в тот момент? Очень мало было строящихся объектов, очень мало было строек. То есть тогда девелопмент фактически, он только развивался в Казани. 13 год, да? Да, 13-й, 14-й года, там 15-й. Это прям очень такая зарождающаяся в Казани история была как раз после универсиадное время. Да, универсиада какой у нас? 13-14 год получается? Да, 13-й год. И вот только все это отшумело, пошли деньги прям в Казань, прям очень много, и все, и туристический поток, и как раз вот застройщики начали строить. Много прям строек. Ну, ты сейчас видишь там, какое глобальное количество строек у нас существует. Да. Я тебе больше скажу, стоимость квадратного метра в Казани, она как в Петербурге сейчас, а зачастую и выше. Ну и часто приближается к Москве. Если мы прям говорим о Москве, а не Подмосковье. То есть Подмосковье-то мы там давно обогнали уже. А вот Москва, ну то есть к Москве мы тоже приблизились. Тогда это вообще не так было. Совершенно не так. То есть все. Фактически я пришел в рынок, когда он только зарождался, по большому счету. Зарождался именно в том виде, в котором вот он сейчас есть. И если возвращаться как раз к эмоциональному вот этому состоянию, знаешь, вот эти вот волны, вот это вот выгорание туда-сюда, я думаю, там тебе тоже это знакомо. Да многим людям это знакомо, уверен. Там этого было много. Потому что риэлтор – это человек, который работает без оклада. Ну, в основном. Я не знаю, как в крупных компаниях, в крупных риэлторских агентствах, я в них не работал. Если мы говорим именно о риэлторе, а не о бэк-офисе, а именно о риэлторе, значит, это безокладный, как правило, боец,
Да, и я, в принципе, поддерживаю эту идею, потому что волка ноги кормят, это точно про риэлтора. И, ну, про агента. Значит, и фактически, но знаешь как, не зависит количество затраченного времени в месяц, не зависит от того, сколько ты заработал. Ну, это нет прямой корреляции, потому что ты можешь херачить там, не знаю, там по 80 часов в месяц, там, ну, в неделю мы столько не наберем, ну, по 80 часов в месяц, да, и заработать ни хера. Вот, а можешь херачить там 10 часов, опять же, в месяц и заработать до хера. Вот. Вот тогда вот этой корреляции я не понимал. Я просто работал. И это же как в любой деятельности, вот с опытом тебе приходят какие-то осознания. И вот там это как раз-таки тот, ну, сейчас правильно скажу, только спустя время я понял, что начал понимать, что вот оказывается, ну, точно можно по-другому. И только, ну, не знаю, не поздно, но я вот окончательно в этом убедился спустя, так, сейчас сколько получается, 18 год, ну, 5 лет получается, да. Спустя 5 лет там вот риэлторской деятельности в партнерстве, ну, и работы вот в этом сегменте. Вообще, о риэлторах очень много ведь ходит такой вот дурной, скажем так, Слухи, славы. мифы, Да, байки разные. слухи, мифы, байки, они ведь подкреплены чем-то, ну, то есть реальными историями. Я абсолютно согласен. Я сам троллю риэлторов. А если брать вообще мой блог, там, мои рилсы, которые я размещаю в своем блоге, я там сам троллю риэлторов, но я троллю их с позиции доброты. То есть я сам нахожусь в роли риэлтора, я очень люблю иронию и самоиронию, и мне это легко дается. То есть когда надо мной смеются, меня это вообще никак не задевает. Раньше, конечно, было по-другому. Вот, но сейчас вообще абсолютно. Мне по барабану там, что обо мне говорят. Ну, плохое, хорошее. Хорошее, безусловно, я подмечаю, плохое я тоже подмечаю. Но если я знаю, что это не так, я это вот просто убираю. И вот если говорить как раз-таки про эти рилсы, очень много вот этого вот троллинга, и он не зря возник. Как раз вот эти вот мифы, байки, легенды, значит, они основаны на реальных историях, по большому счету. И когда говорят, что риэлтор – это как там прослойка там, между рулем и сиденьем, если мы говорим об автомобилях, да, ну, между продавцом, квартирой и покупателем, вот лишняя прослойка, оно, с одной стороны, и да, и нет. Если мы говорим о каких-то простых сделках, то, ну, безусловно, наверное, он не нужен. Ну, так, чисто для того, чтобы просто как будто денег заработать, да, или там денег отдать. Но когда мы говорим о каких-то сложных сделках или сделках в больших бюджетах, где покупатель и продавец, они даже могут друг друга знать, они могут, вот у меня были случаи, когда покупатель и продавец, приходя на сделку, ну, не на сделку, а на внесение задатка сначала, они такие: о, там, Олег, привет. То есть они, грубо говоря, могут жить вообще в соседних подъездах. Вот. Но быть незнакомы друг с другом в статусе покупателя и продавца. И вот как раз риэлтор, благодаря там, тем коммуникациям, которые он выстраивал там, всю свою жизнь, всю свою профессиональную деятельность, значит, благодаря вот этим коммуникациям и качествам, он эту сделку собирает условно. Вот. Ну, тогда, повторюсь, я этого сильно не понимал. То есть для меня тогда это было прям темный лес. Вот. А ты, Тимур, получается, из Казани сам? Я из Казани, да. Я сам из Казани. В общем, 5 лет я вот так проработал. Все было хорошо, все прекрасно. Значит, ну, у нас откровенный подкаст, поэтому я скажу вообще причину расхода с партнером. Значит, я в сети вообще такого нигде не говорил. Ну, фактически да. Фактически да. Тут можно многое подумать, там, плохо, хорошо или как. Но что было изначально? Значит, у нас определенные договоренности были. Там мы работаем 50 на 50, все прекрасно. По любому доходу мы работаем 50 на 50. И я вообще не против таких схем. Это все хорошо, прекрасно. Значит, когда в какой-то момент, значит, ну, это, знаешь, так, нарастающим итогом было, да, когда мне стало уже окончательно не по себе в работе вот именно вот в таком поле, там, с такими клиентами. Оно, как, знаешь, вселенная подкидывает. И подкинуло мне классного покупателя, значит, классного, до сих пор он является моим клиентом, мы дружим, он хороший мой товарищ, и ему надо было тогда купить квартиру в Петербурге.
Значит, и вот тогда я открыл для себя тот рынок недвижимости, который вот сейчас он есть, он уже и в Казани, но тогда это было для меня типа вау. Вот это да, ни хера себе, это что, вот так вот оказывается еще бывает? Сделаю некую оговорку. Для тех, кто не знал, значит, если риэлтор продает новостройки и говорит, что это для вас бесплатно, например, да, там никаких подборов, ничего, надо понимать, что риэлтору застройщик платит комиссионное вознаграждение, но это комиссионное вознаграждение заложено уже в стоимости квартиры, это как часть маркетинга. В любом случае заплачивать деньги. 100%. То есть как бы там риэлтор придет напрямую, покупатель придет напрямую к застройщику в офис продаж или к риэлтору обратиться, цена будет одинаковая. Но чаще, кстати, риэлтор может там какую-то скидку еще дополнительную выбить у застройщика. Но это маленькая оговорка, она сейчас будет понятна, для чего я ее сделал. Значит, тогда, на тот момент, застройщики по Казани в среднем платили комиссионное вознаграждение порядка там 1%. Это я среднюю величину говорю. То есть кто-то там 0,5 мог платить, кто-то 1,2, 1,5, не помню, что было. Значит, тогда активно уже велись стройки. То есть прям велись активно стройки. Очень плохо работали с риэлторами. Ну, как плохо? Не хотели с ними работать. То есть, застройщики не хотели работать с риэлторами. Застройщики, да. То есть вот это вот линия, которая тянулась, там, что риэлторы не нужны, она как бы и на застройщиков распространилась и распространялась. И для них, риэлтор это тоже там лишняя прослойка, наш отдел продаж лучше справится со всем процессом сделки. Вот, это вот их понимание было тогда. Сейчас вообще по-другому. Сейчас, наверное, 95%, там 97% точно все работают с агентами. Вот. Есть, конечно, еще некоторые, кто, не буду их называть, но кто не работает. Но это не повод, конечно, не повести продавать их объект. Но я к чему? Значит, тогда я начал изучать рынок Питера. То есть вот прямой запрос, определенный бюджет, сильно высокий бюджет относительно того, что здесь продавалось. Прям, раза для меня на тот момент, особенно в комиссионном вознаграждении, раз в 6 выше. Точные цифры называть не буду, но это прям существенная сумма. Она и сейчас существенная, и тогда еще более существенная была. Значит, ко мне он обратился, я начал прям вот плотно, и мне прям это интересно было. Я когда вот наткнулся там на первого застройщика, услышал, значит, на второго увидел, какие комплексы есть. Да? Второй, конечно, вопрос там был, а какое комиссионное вознаграждение? И я начал слушать, такой, это, наверное, ошибка какая-то. Окей, ко второму. К третьему, к четвертому. И знаешь, у меня сошлось, что вот это да, а в Казани, значит, риэлторов точно не любят. Потому что, чтобы ты понимал, если тогда там по Казани там среднее комиссионное вознаграждение составляло 1%, условно, то тогда в Питере от 3 до 5%. И ценники на тот момент в Питере были сильно выше, чем в Казани. Вот, прям можно было хорошо заработать. То есть, вот где акша. Да. Тогда можно было заработать прям на хорошую машину. На тогда хорошую машину. Сейчас плюс-минус, но тогда точно на хорошую машину можно было заработать. Даже на новую. С одной сделки. Я это увидел, думаю, вот это да, прикольно. И проекты классные. Значит, и чтобы ты понимал, вот этот проект, я курировал его по ремонту, когда он его купил, он в итоге его купил, он сделал там ремонт, он сейчас сдается, значит, за прям хорошие деньги, за очень хорошие деньги, и еще и находится там в центральной локации, там в супер локации. То есть купил очень ликвидный объект за очень там приятные деньги. И я получил приятную комиссию. Значит, и вот здесь была причина раздора с партнером. Значит, я понимаю сейчас, что на тот момент я был, конечно же, неправ. Но в голове у меня сидело, я вел клиента, это, знаешь, это деньги, да, это жадность. Да. Значит, когда ты там зарабатываешь, условно, там в среднем там 100 тысяч, тебе нечего делить. Тебе нечего делить, все там, вот оно там ровненько как-то идет, там есть, нет, и все. Но когда ты там разом получаешь там в 10, там, в 15 раз больше, можешь получить, сразу так в голове, это мое. Не, это точно мое. Я же его полностью вел. Я полностью курировал этого клиента. Еще и мой клиент. Он не где-то по рекомендации. Он просто мой клиент. Мой. И вот это, знаешь, вот эта прям жадность, она меня съела в тот момент. Капец. Сейчас, еще раз повторяюсь, оглядываясь назад, я 100% не прав.
100% не прав. Я сказал, все, вот я тебе дам столько-то, а вот эту часть я заберу себе. Ну, там, грубо говоря, 10% ему отдаю, а все остальное себе забираю. И в тот момент он правильно, ну, он правильно себя повел. Сейчас, опять же, оглядываясь назад, он сказал, блядь, ты охерел. Вот. И 100%. И это 100% факт. Я бы сделал абсолютно то же самое. Вот. Мы тогда в итоге полюбовно разошлись. Мы разделили также все 50 на 50. Хотя у него тогда была возможность не отдавать мне вообще ничего. Потому что мы работали от его ИП, и деньги приходили ему на ИП. И он мог просто сказать, иди нахер. Вот. Но он так не поступил, красавчик, это прям респект. Но для меня это был супер классный опыт. Вот. Во-первых, я понял, что если ты договорился на словах, на бумаге, ну, для меня вот на словах договоренность, все, это, блядь, это вот все. Бумага не так важна, как слова. Это сейчас. Вот. На тот момент это еще там было плюс-минус. Грубо говоря, вот слово пацана. Вот все, мы порешали. Но в тот момент, когда это все случилось, я там сильно стрессанул, потому что была, знаешь как, была проделана работа определенная. Я мог там условно до хрена получить, а в итоге мог остаться, ну, без ничего и проделать эту работу впустую, и меня это прям сильно ело изнутри. И, знаешь, вот эти моменты коммуникаций, когда уже ты фактически с партнером разошелся, по большому счету, но вот эта нить вас держит. Вот эта нить вас держит, потому что, блин, а деньги-то хочется получить. Вот. Больше я так не делал. Ну, я и с партнерами больше не работал. Там у меня сейчас есть, условно, люди, с которыми я работаю, сотрудничаю там, по юридической части, потому что я сам не юрист, я сам инженер по образованию, там, инженер-технолог, но у меня есть там несколько юристов, там люди, которые делают отдельно договора, там маркетинговая часть и так далее. Я продажник, исключительно продажник. Мне кажется, люди тебе очень сильно доверяют, потому что ты выглядишь как юрист. Так визуально, доверие X3. А я вот, видишь, я вот специально пришел вот так вот свободно. Типа, я тебе сразу, когда сказал, давай подкаст, когда ты мне сказал про подкаст, я тебе говорю, давай не буду выглядеть официально. Да. Да, ну то есть, потому что вот каждый день ты фактически вот так, там, рубашка, там, я не знаю, там, пол, еще что-то. А тут вот прям вот хочется свободно. Ну, свободно показать, что вот я и такой. Я, кстати, приезжал часто на показы, там, могу в кепке приехать, кроссовки, футболка, и абсолютно нормально это реагирует. Почему? Потому что вот люди в таких чеках, в высоких чеках, я просто после вот этой истории, я через боль для себя, ну, потому что было сложно переступать там, да, на следующую ступень какую-то, через ступень даже переходить, мне было проблематично это сделать, переступить. Вот. Я стал работать с более, ну, денежными клиентами, скажем так, покупателями, и продавцами. И в них как будто проще. И смотря на покупателей, и смотря на продавцов, они вот прям вот вообще максимально свободно выглядят. Максимально. Безусловно, кто-то есть там в пиджачке, в галстуке, это нормально. Вот. Кто-то, там, зарабатывая очень много денег, может приехать на самокате, там, на сделку. Кто-то может просто пешком прийти, потому что любит гулять. Знаешь, люди в этих бюджетах, они точно не о деньгах думают. Для кого-то недвижимость даже не важна, как недвижимость. Вот. Для кого-то просто вот какой-то вот статусный дом, такой, да, вот я здесь хочу. И они просто, ну, покупают. Либо не покупают, потому что потом думают, да, нет, я там не хочу все-таки. Вот. И поэтому вот я не то, что им соответствую, просто когда-то иногда хочется просто вот, тем более выходной день, мы же записываем все-таки это в субботу. Суббота? Да. Можно вот приходить вот так. Причем у меня после подкаста показ квартиры. И да, почему нет? Ну, приду вот так, в принципе. Вроде нет. Направим на тебя энергию. Пускай. Спасибо. Я принимаю. Состоится. Я принимаю. Кстати, знаешь, что я подумал? Да. Получается, вы как на удаленке менеджер продаж для этих компаний, которые строят, ну, грубо говоря, даже. Все так и есть. Причем есть у застройщиков практика. Они, прежде чем, когда они рассчитывают какой-то девелоперский проект, тот, который будут строить, они считают для себя, им выгодно будет отдел продаж содержать или взять отдел продаж на удаленке, а отделом продаж является, как правило, какое-то агентство недвижимости. Агентство недвижимости, оно может быть крупное, может быть не крупное, но у этого агентства недвижимости уже есть свой отдел продаж, у них есть там своя маркетинговая какая-то составляющая, и им зачастую проще отдать вот эту всю часть на удаленку, там платить определенный процент. Чисто на комиссиях получается. Да, грубо говоря, вот они, например, на маркетинг заложили 10%. Вот эти 10% агентство недвижимости распределяет как угодно.
потому что в основном все в любом случае работают по своей агентской сети какой-то. Ну, не по своей, а вообще в целом по сети. Потому что объект недвижимости, он может ведь покупаться в Казани, но человеком не из Казани. То есть это может какой-то север быть, это может быть там Москва и так далее. То есть здесь много людей покупает, которые вообще не из Казани. И для того, чтобы агент был заинтересован, например, для того, чтобы, точнее, агента-клиента заинтересовать в покупке вот какого-то вот объекта, находящегося здесь, в Казани, выплачивается встречная какая-то там агентская комиссия от либо агентства недвижимости, либо, ну, повторюсь, от застройщика, как я и говорю, застройщики выплачивают комиссию агентам в 90, там, ну, 97-95% застройщиков работает вот по такой схеме, да. Сейчас, кстати, комиссионное вознаграждение, оно не сильно далеко вперед-то ушло. То есть вот тогда, если это было 1%, то сейчас порядка 2-2,5%. Вот. Но чек вырос сильно. То есть, повторюсь, у нас цены в Казани такие же, как в Питере, по большому счету. Ну, и на первом месте Москва у нас, да? Москва, Сочи, ну вот если по градации взять, даже, знаешь, как даже, наверное, не Москва, Сочи часто по каким-то проектам опережают Москву, потому что в Сочи есть проекты, где стоимость квадратного метра в Сочи там 4-5 миллионов рублей за квадратный метр. Вот. Москва при этом там может быть там 3-3,5. Но опять же, если мы берем какие-то отдельно взятые проекты, безусловно, в Москве есть там чеки сильно дороже. Ну, так же, как и в Сочи. А потом кто идет? Вот Сочи, Москва, потом Питер? Вот где-то вот здесь вот Питер и Казань, вот они где-то вот так вот. Ну, это вот по моим субъективным ощущениям. Все остальное там уже, ну, Екатеринбург, в Екатеринбурге вроде как неплохо. Тюмень. В Тюмени, из Тюмени там есть просто несколько застройщиков крупных, и они в Казань вроде тоже зашли или не зашли, сейчас точно не вспомню. Ну, Тюмень активно развивается. Из Тюмени самое крупное в России агентство недвижимости «Этажи». Вот, «Этажи», которые... Я думал, казанский думал, нет? Не, просто они из Тюмени, и у них вот сеть, большая сеть по России. То есть чуть ли не в каждом городе, ну, не во всех городах, но в очень большом количестве городов у них агентская сеть развита. И там работает очень много агентов. Хорошо. Давай теперь поговорим про рилсы. Да? Почему ты снимаешь рилсы? Они тебе помогают в работе. Зачем они тебе нужны? Как бы не надо ли тебе просто заниматься продажами? Зачем ты снимаешь рилсы? Вот. И что в них ты раскрываешь? Слушай, вопрос хороший. Я, по сути, развивать вот блог начал в марте-апреле прошлого года. Значит, только в марте-апреле прошлого года. Причем он, ну, кратно вырос. Сейчас вот у меня на данный момент там цифра, там 5 с небольшим тысяч подписчиков. Начинал я тогда, по-моему, с 500 или с 600 подписчиков. То есть, ну, прям кратно растет, каждый день подписывают, и все. Значит, приносят, безусловно, лояльных клиентов. Они не являются покупателями. Ну, то есть большая часть из них не является покупателями, но являются продавцами и являются потенциальными покупателями. То есть они лояльные клиенты. На данном этапе они там могут просто что-то писать, приятные какие-то слова, но потом в дальнейшем они могут что-то купить. Ну, я так это рассматриваю. Почему? Потому что растет доверие постепенно к тебе. Да, все верно. Но у меня, знаешь, мой блог распределяется по рилсам следующим образом. То есть у меня есть... Вообще это... моя творческая вот эта вот составляющая, которую я решил вот реализовывать только сейчас. Захотелось и захотелось. Почувствовал позыв и понял, что хочу это делать. Значит, сначала я посмотрел какие-то там аккаунты, с чего это начиналось. Я увидел в каких-то аккаунтах, что, оказывается, можно делать... Я думал, как начать? И оказывается, можно начать с самого простого, то есть берется там какой-то кадр из фильма там, или еще что-то популярное, накладывается там какая-то надпись, и получается смешно. Вот. Мемчик, да, все верно. Думаю, так, прикольно, это же прям я. Я это могу делать точно. И я начал, то есть что я делаю? Я просто там скачиваю какие-то видосы, скачиваю в формате «мне заходит или не заходит». То есть если я сразу наложу там какую-то надпись из головы туда, все, окей, это прям вот все, это у меня будет лежать в архиве, и в нужный момент я его
пульну в сеть. Вот, и так и происходит. То есть я за раз там делаю много-много-много-много-много всего, и в какой-то момент просто вытаскиваю туда. Вот, это, знаешь, такая чисто онлайн-стендап, ну, для меня. Вот. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, очень много залетает, очень много комментариев, как раз-таки оттуда комментарии про то, что риэлторы говно и так далее, и так далее. Мне это только веселит. Вот мне прям это прям хорошо. Следующее – это обзоры объектов, которые я продаю. То есть я их могу перезаписывать там по много раз. Я их делаю там в каком-то своем формате. Причем формат мне подсказал Авито. Каким образом? В какой-то момент в Авито появилась, ну, Авито – площадка, на которой как раз-таки продаются объекты У недвижимости. меня всегда были ассоциация риэлтор равно Авито, не знаю почему-то. В Казани как раз-таки Авито работает. Циан вообще не работает. Ну, у меня с Цианом были, правда, сделки, но относительно Авито это вообще ничего. А в Москве, наоборот, в Москве, в Питере, в Екатеринбурге работает Циан, а Авито плохо работает. Вот такая вот особенность, не знаю, как это получается, но вот так это работает. Казань – это Авито. И, значит, подсказал формат Авито. Они в какой-то момент добавили классную штуку. Я прям так обрадовался, когда она появилась. То есть, когда ты выкладываешь объявление, у тебя есть возможность добавить кучу фотографий, ссылку на какой-то сторонний ресурс про свой объект. Ну, любой сторонний ресурс там. Для Авито сейчас это YouTube, Рутюб. Вот. У Циана это ВК-видео и... Да, вроде только ВК-видео. Значит, они специально так и распределили, видимо, ну, свои сервисы продвигают. И в какой-то момент в Авито появилась возможность добавлять короткое видео в 180 секунд, просто короткое видео, и они в своей ленте, то есть, когда ты листаешь Авито, мобильную версию сайта, оно продвигает за счет твоего... То есть, если твое видео интересно, оно продвигается вот как в соцсетях. То есть, его смотрят, там лайкают условно, там в избранные добавляют, и оно еще выше твое объявление продвигается в сети. Блин, я так обрадовался, когда такой формат появился. Ну, то есть я понял, что это прям вот для меня. Потому что я в апреле попробовал снять большой обзор. Тогда у меня появился дорогой объект в Казани на продажу. Я снял на него обзор, выложил в YouTube. Ни хрена не залетел. Вот. Но мы делали формат, так, это какой у нас? Вертикальный. Не горизонтальный, а хотя вру, мы сделали тогда горизонтальный формат, да, и потом вертикальный начали. Большой это на сколько минут? 15-20? 15. Да, там 15 минут, получается, был. Все с юмором, все хорошо. Ну, там огромная квартира, 240 квадратов. Ну, то есть, было о чем рассказать. То есть, там очень много деталей. Вот. Не залетел вообще никак. Но, понятно, что я риэлтор прогрессивный, руки не опустил, все, мы снимаем дальше, погнали. Значит, энергии есть, прет, хорошо. Объектов тогда было достаточно много в продаже, и я начал на каждый снимать обзор под Авито. В 180 секунд это 3 минуты. И знаешь, вот этот формат, он меня прям в рамках вот держал, в каких-то определенных. Сейчас они сильно рожались, объясню, почему дальше. Но тогда он держал меня в рамках, и я вот в 3 минуты вот надо было вот мне уложиться. Хотя, знаешь, объекты могли быть большие, в том числе и вот та квартира. Но надо уложиться в 3 минуты. И вот там и юмор, и раскадровка, и все. В итоге оно начало залетать. То есть количество там условно в избранном сильно кратно выше, чем там у других агентов. Это со мной и коллеги делились. Значит, мне очень много начали писать в Авито о том, что классные обзоры. Оттуда пришло несколько клиентов, продавцов. То есть они мне пишут, типа, какую комиссию вы берете, там, как вы работаете. Я все объясняю, и вот вы же пришли ко мне вот там по вот этому объявлению, вас что-то зацепило, вот так я, в принципе, и работаю. Очень просто объяснять. Это фактически кейс из кейса, по большому счету. Тут вы продающий вебинар. Да, грубо говоря, так. И люди уходили с других агентств с заключенными договорами эксклюзивными, приходили ко мне, и мы работаем до сих пор. Вот такой прикол. Я начал это, значит, продолжил выкладывать это в рилсы, но лавочка закрылась по вот этой части в ноябре, по-моему, или в декабре прошлого года, когда Авито объявил, что все, мы от этого формата уходим, теперь по-прежнему только ссылки. Ну, либо они тестировали, я не знаю, почему так получилось, либо они тестировали, либо, просто этот формат, и им он не зашел, потому что эта лента у них осталась, но там есть сейчас машины, и там часы, украшения, то есть что-то мелкое, а вот именно крупное они поубирали. Аренда вроде еще осталась.
Да, вроде аренда мне иногда попадается. Но, блин, это такой классный формат. Реально, потому что ты за счет своего классного видоса ты продвигаешь все объявление и возможность продажи в дальнейшем кому-нибудь. То есть сразу на целевую аудиторию получается. Да, да. И оно, причем продвигается-то по России, не просто в Казани. То есть очень много, я тебе говорю, очень много мне прям писали и пишут до сих пор. Ну, правда, уже не в Авито, а вот там в Рутюбе, там в Ютубе и в ВК. Ну, кому-то что-то заходит еще до сих пор. Вот. Короче, Авито мне помогло, и вот родился вот такой формат. То есть я стал записывать достаточно короткие, ну, вот в 3, в 4, в 5, ну, когда уже руки... Это формат обзор квартир просто за 3 минуты получается. Да, да, все верно. И, значит, вот этот формат родился, все там с моим юмором, кому-то заходит, кому-то не заходит, это уже вторично, но в основном заходит. Я изначально очень много прям мата там использовал, прям очень много. Но, знаешь, вот этот формат, он переродился, сейчас мата прям крайний минимум. Почему мат я использую? Я прям матерюсь в жизни. Какой-то есть. Да, я, знаешь, как у меня, если посмотреть на меня там в соцсети и вживую, и для чего я это делаю? Я не различаюсь. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. То есть вот ты меня так встретишь туда-сюда, и все, и как будто один и тот же человек. Просто очень много у меня примеров, когда ты в соцсети там один, по факту встречаешь, опа, ну, то есть ты вообще другой. Ну, вот я вот от этого ушел, мне вот так интересней. Ну, в чем факт? Я стал сильно меньше материться, а если где-то там что-то проскальзывает, то, ну, просто... Магия монтажа. Магия. У меня монтажер, у меня вообще там просто... Если бы не его монтаж, я не знаю, там вообще заходило бы что-нибудь или нет, это прям классно. Влад, привет. Значит, что еще? Еще, кстати, что меня еще натолкнуло на эту мысль, дополнительно просто, по поводу мата, мне как-то клиент сказал, что ему там нравится все смотреть, видосы, все супер, все классно, но иногда смотрит с детьми. И говорит, ты никогда не знаешь, а будет ли мат, и всегда боишься с ребенком смотреть. У меня тоже такое бывает, вот сидишь, смотришь что-то с ребенком, там херак там, ну, типа такого. Я с детьми тоже, в принципе, вот, то есть вот как с тобой общаюсь, так же с ними. Если что-то вылетает, ну, вылетает и вылетает. Как бы я не такой прям, типа, ой, ну окей, там, все равно тебе это придет когда-нибудь. Потому что я сам, у меня у самого во 2 классе, по-моему, или в 3 отца в школу вызывали, потому что я матерился. Вот, ну вот с этого момента история пошла, и я только маме говорил, ой, я только папе сказал, ты маме только не говори. Ну, он, конечно же, сказал. Это классика. Классика, да. Друзья, если вы хотите также снимать для себя подкасты, и не только, можете и вести YouTube-каналы, экспертные рилсы, экспертные шортс, можете даже записать свой обучающий курс. У нас есть для вас идеальное решение. Мы проводим съемки на многокамерную, то есть у нас снимается сразу до 3 и больше камер. Пишем мы на наши классные микрофоны. У нас есть все под ключ. Снимем, смонтируем и даже поможем вам выложить все на YouTube. Сделаем красивые обложки, сделаем тайм-коды, пропишем описание. В общем, все как надо. Мы уже 9 лет этим занимаемся и знаем все ключи успеха. Поэтому, если вы хотите прокачать свой личный бренд, бизнес или просто рассказать про свои товары и услуги, пишите нам в личку, мы вам все поможем и организуем под ключ. Увидимся на съемочной площадке. Мат начал убирать, и, в общем, вот в таком формате сейчас очень мало мата и больше такой вот креативной подачи. Я стал привлекать для видосов даже моделей. Ну, то есть где-то это прям модель, где-то это может просто моя знакомая, чтобы просто там условно на заднем фоне что-то было, какие-то отвлекающие факторы. Это я подсмотрел из рилсов, потому что в рилсах так бывает, там типа какая-то тема идет, а сзади там какой-то человек на фоне. И думаю, ну, интересно. В целом... Я даже знаю, почему так надо делать. Почему? Так как люди, мы же там будем ходить потом, когда купим эту квартиру, Ага. соответственно, хочется там оказаться, а этот человек заменяет твою роль там, Да. он это делает, поэтому ты смотришь. Да. И мне еще один формат подсказали, который я хочу сделать, реализовать. Он прям совсем необычный будет. То есть, если вот это уже начали повторять, за мной, не за мной, я не знаю. Я там лавры славы себе там никакие не присваиваю, но факт, что я вижу, что за мной начали повторять какие-то обзоры подобного формата. Получается, не получается, это вторичный вопрос, но это классно. Если это за мной повторяют, блин, прикольно, значит, какой-то тренд задан. Если не за мной, значит, ну, за кем-то начали повторять, тоже задан тренд. Это в целом, в любом случае, это
выгодно для покупателя, потому что покупатель сразу все видит. Просто раньше, знаешь как, раньше даже фотографов не привлекали для того, чтобы квартиру отснять. Ты отснял вот так вот на калькулятор, и все, и разгляди. То есть покупатель приходит в квартиру и не понимает, опа, а что там на фотографиях-то было вообще? Ну это что такое? Особенно, когда снимать на 0,5. Да, ну это прям вообще жестко. 0,5 же еще очень сильно шумит, ну, плохое качество. А еще искажает пространство иногда. Да, пространство искажает, там со светом, если не поработаю. Ну, в общем, шляпа на шляпе. Вот. Поэтому могу обратиться, да, к коллегам. Если вы берете классный объект на продажу, используйте фотографа. Ну, не используйте, в смысле, а привлекайте фотографа, а потом уже используйте фотографа. Потому что качество фотографии, оно прям сильно решает. Прям очень сильно решает. И если вы еще делаете видос, это прям шикарно. Любое обзорное видео, вот просто можно вот так вот снять его. Я потому что, как я делал, когда я понял, что формат заходит, я, значит, когда беру квартиру на продажу, я сначала прихожу, сам снимаю вот так, потому что, ну, пока ты придешь пока ты придешь с видеографом, снимешь, смонтируешь, все равно время проходит, там минимум неделя. Да. А тут я уже пришел сразу, фотографии это сразу делаем, отснял видос, выложил его сразу в сеть, чтобы он был. И все, и уже сразу люди видят. И даже такое заходило. Вот, поэтому любое обзорное видео, это прям, это too much прям, это вообще классно. Буст продаж. Продаж не продаж, но буст для самого объявления, для самого объекта прям 100%. 100% факт. Вот, значит, мемчики, обзоры квартир. Дальше появился формат каких-то ситуаций, отыгрывания ситуаций, реальных, нереальных, разных ситуаций, просто там, опять же, с моделей, без моделью, сам, не сам, вот такого формата. Опять же, там сильно решает, конечно, монтаж, но важна идея. Вот, если есть идея, которую в комментариях, конечно же, обосрут, но это двигает. Да, это двигает. Да, любые комментарии, чем больше, неважно какие они, двигают твои ролики, потому что влияет на алгоритм. Поэтому такие плохие комментарии даже плюс. Я сейчас расскажу, с своего позволения, про один ролик, который мы отсняли за 5 минут. Идея родилась за минуту. Ну, монтаж там чуть больше времени, но главное получилось та идея, которая была у меня в голове. Ну, она реализовалась, та идея, которая у меня в голове. Можно, да? Значит, Reels, ролик, который мы выложили в Reels, и я его выложил в YouTube и в ВК. Я тебе сейчас расскажу статистику этого ролика. Значит, идея была какая? У меня знакомая, она занимается флиппингом квартир. Флиппинг – это когда ты из старого делаешь новое и делаешь ремонт и продаешь его дороже со своей маржой. То есть купил за 5 миллионов, сделал ремонт на миллион, итого 6, продал за 7. Все, вот на этом заработал. Ну, это по-простому это так. Понятно, что там очень много сложных процессов. Значит, я ей предложил, типа, давай я отсниму. Там хрущевка, прям дешевый объект, но прикольный ремонт. И я просто захотел ей помочь и просто для контента эту всю историю отснять. Я говорю, давай я приеду, отсниму твою хрущевку в виде для того, чтобы сделать контент. Может, что-то получится. И плюс давай там снимем еще там пару видосиков. У меня там одна идейка есть. Она такая, да, все, давай. К слову сказать, я пришел на этот объект, и на следующий день за нее задаток внесли. А до этого она стояла 4 или 5 месяцев. Ну, у меня просто легкая нога. Вот. Да. Я на продажу никак не повлиял, просто легкая нога. Левая или правая, не знаю. Значит, и я ей предложил отснять следующий формат. Я ей говорю, давай мы снимем типичную хозяйку хрущевки. Ну, типа такую статную женщину, которая там вот... такая маразматичка. Из советских фильмов, да? Из советских фильмов, да, вот такая вот, типа, то не так, это не так, все, иди нахер, не гуляй. Вот типа такого. А я просто как будто пришел квартиру смотреть. Мы сняли этот ролик. Он реализовался так, как он реализовался в моей голове, но я, конечно, не знал, что будет вот такой эффект. Значит, выложил в инсту, первый час 3000 просмотров. Первый час. Думаю, блядь. Ну, для тебя это круто? Или... Нет, это вообще очень мало. Я думал, что типа, блин, он прикольный по музыке, он прикольный по видео, классно отыграно все, вообще, вот, на мой взгляд. Я скидываю ей, а я, когда ей говорил, что вот мы это снимем, будет там 17 миллионов просмотров. Ну, я всегда так говорю. Вот. Я ей скидываю, она такая поржала, ну, я же тебе говорила, 3000 просмотров. Чтоб ты понимал, за 2 дня
400 или 500 тысяч он набирает. Вот. Она все об этой истории забыла, но хрен с ними с просмотрами. Значит, я смотрю комментарии. Комментарии просто... Знаешь, формат комментариев какой был? Из серии «Я бы вдул ей». Никакого подтекста не было. То есть, что в голове у людей... Но я не знаю. Я даже пост в канале на эту тему написал, потому что фактически топливом для взлета этого видоса были комментарии вот этих дрочил. Ну, грубо так. Потому что, процентов 60-70 мужиков, это в основном мужчины писали, они, я бы ей вдул, какая классная хозяйка, я ждал 18+, а чё он ее не отшпилил? Прикинь, вот такие комментарии. В видосе, в котором вообще ни такого подтекста не было. Думаю, вот это прикол, конечно. Решаю выложить в ВК. Ой, ВК, там, наверное, просмотров 10-20. Никак вообще, не зашло. Думаю, ладно, хрен с ним. В YouTube выкладываю. И там понеслось. Мне так напихали. Вот в рилсах у тебя сейчас... Да, на данный момент в рилсах получается. Там 1,6 миллиона просмотров. 1,6 миллиона. Очень круто, очень круто. В YouTube можно говорить? Да-да. В YouTube 2,3 миллиона просмотров. И комментарии примерно, они одинаковые. Но просто еще в YouTube есть комментарии из серии «Вы классно сделали». Прям молодцы, ребята. А есть, прикинь, ребята, которые поверили, что это реальный видос, и они пишут «постанова». То есть они подумают, что это реальная ситуация, что в прямом эфире она снимается. Но это же вообще круто передать видосом вот это вот состояние, вот эту вот картинку, чтобы люди подумали, это в прямом эфире происходит, вот типа такого. И чтобы они писали «постанова». Конечно, постанова. Ежу понятно, что это постанова. Да. Но в этом есть ирония. Это и есть ирония, потому что когда ты вот можешь ситуацию фактически показать, как она есть, как она могла бы быть, и какой она могла бы вообще, какой она была, какой она была. Вот люди настолько иногда узко мыслят, что они вот прям вот не видят кого-то, знаешь, вот шоры вот так закрылись, все это вот, я не знаю. Я вырос на КВНе в свое время, потом стендап и все остальное. И не знаю, у меня, я не скажу, что у меня в плане юмора там вау, да, но я люблю смотреть юмор, и для меня это какая-то насмотренность. И поэтому оттуда какие-то вот идеи как раз и рождаются. Поэтому, когда говорю, когда вот комментарии вот такие настолько узкие, я думаю, чувак. И еще говорят, что у меня с юмором все нормально, которые комментируют, думаю, ладно, окей, значит, у меня все вообще плохо. Но мне пофигу. Твой комментарий двигает мое видео. Вот. И знаешь, у меня было там подписчиков в YouTube, штук 100. Сейчас около 3000. Просто с одного видоса. Что там, монетизация там? Я не знаю, что там будет. Но мне просто интересно, я же, продолжаю выставлять видео по квартирам, все. Смотрят, то есть количество просмотров увеличивается. Фактически цель, знаешь как, я ведь экологично захожу, да, в эту всю историю. Я делаю, то есть это мое творчество. Я это реализую. Я трачу на это время, энергию, деньги, в конце концов. То, что кому-то заходит, не заходит, это, вторично. Мы вообще все разные, и мы не можем друг другу нравиться все. Это как мужчина и женщина, там, одному одна нравится, другому другая нравится, третьему там третий нравится. Все, как бы, это не пропаганда, есть что. Да. Вот. Поэтому, самое главное, вот идея, когда есть идея, реализация 100%, если не сидеть сложа руки, это вот точно стрельнет когда-нибудь. Вот у меня, я повторюсь, я вот начал март-апрель прошлого года, и вот до сейчас вот такой уровень. Не уровень, а такие показатели. Показатель, да, такие хороший. показатели, да. Тимур, это твой первый ролик, который прям залетел, или это как бы начало? Не, есть еще один, я расскажу, и тоже могу... А давай я расскажу про второй и покажу тоже. Значит, смотри. Значит, первый ролик, который залетел, он залетел где-то, по-моему, он 1 миллион не набрал, но что-то 900 тысяч в районе, там, Reels. Значит, это был первый ролик, который был сценарный со мной там, и, соответственно, с девушкой. Значит, какая была идея? Опять же, ирония. Значит, я спрашиваю у девушки, там, как тебе квартира? Значит, там дорогая квартира, она такая, да, все классно, все супер, а где балкон? А в этом доме, это ЖК «Лазурные небеса», уже, наверное, довольно известная по России, да. А где балкон? А там нет балконов.
Вот. И в целом я к балконам очень посредственно отношусь. Ну, то есть у меня у самого есть балкон, но там хлам хранится. И как бы, если бы его не было, я бы вообще никак не расстроился. И, значит, я говорю, да какой у тебя там балкон? И отвечаю там на немецком, нейросеть там мы сюда подключили. У меня и в мыслях не возникло, что мне так напихают. А мне так напихали. Ну, то есть там очень много комментариев, и вот из серии, значит, 50 на 50 примерно разделилось. Там, да, балкон нужен, да, балкон не нужен. Если балкон нужен, то мне там, да я там курю, да у меня там фазенда, да у меня там цветочки, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Тогда, это вот прям был, по-моему, апрель или май, ну, меня как-то задевало. Я думаю, блин, как так? А потом с ребятами переговорил, они такие, да все нормально, он же тебя двигает. Да. Ну, двигает ролик твой. Я такой думаю, ну да, в целом, да, ну и пусть. Вот, поэтому я тебе не скажу точно, второй ли это ролик там или какой по счету, который залетел именно сценарный. Ну, просто залетевших роликов достаточно много, но там очень много мемчиков. То есть мемчики точно там залетают прям всем. Я не думаю, то есть сценарных, ну, там достаточно много залетевших. Но вот прям вот сильно много, и о которых много можно сказать, ну, прям вот вспомнить, это вот эти вот два. Потому что они прям вызвали какой-то диссонанс, вот прям волну недовольства или довольства. Я даже вот про балкон даже какое-то опровержение там снимал, там, опровержение, не опровержение, а дополнительное видео снимал. Там снимал, грубо говоря, там 20 балконов было в доме. И я вот по каждому шоу смотрел, что там у них есть. И оно там реально там в основном хлам и лежал. Там процент, наверное, 10-20, которые были, ну, не под хлам задействованы. А так реально, ну, хлам. Вот. Так Давай что посмотрим вот, ролики. давай, сейчас включим мы. Так, давай сначала первый, который про Хрущевку. Куда? Квартиру смотреть? Деньги есть? Ну, есть. Пошли. Че? Видал? А можно где-то раздеться? Дома надо было раздеваться. А это ваши трусы? Ну и? А дырка для чего? А тебе сколько лет? 38. Ну что, ты не знаешь, для чего дырка? А стиральная машина будет стоять? Поставишь, будет. А ванна чугунная? Угу, как батарея. Так, а окно что, не открывается? Отсылка к Москва-Сити. Вообще-то. А где шкаф-купе? Угу, в поезде. Это потолки натяжные, что ли, да? Ну что, я вам позвоню тогда по поводу квартиры? Ага, напишешь. А, это. Забери. Да, кстати, прикольно. Да, и... Тут вообще все аккуратно, по сути. Да, ну то есть, что могло вызвать вот этот вот контекст? Ну, то есть, трусы, ну и что, дырка? Ну, то есть, это же такое очень, очень такое аккуратное. Ну, то есть, аккуратное. И вот были, ну, комментарии там из серии, там, чувак купил за 3000, там, 3000 там денег было в начале видео, там, чувак купил за 3000 трусы, это вот прикольно. То есть, это прям вот вообще хорошо. Я люблю смешные комментарии, но комментарии из серии, бля, я вду, ну, блин, ну, ты, чувак, ты что, ну, иди вдуй. Кому-нибудь найди и кому-нибудь вдуй. Вообще нет вопросов. Ну, то есть, у тебя там что в голове? Ты там что смотришь-то? Ты на каких сайтах сидишь? Это, конечно, вопрос. Второй ролик, давай тоже посмотрим. Давай. Интересно. Вот этот ролик я, оказывается, не видел. А про балкон я, по-моему, видел. Ну как тебе? Такая красивая квартира. А где балкон? Verdammt, warum zum Teufel brauchst du einen Balkon, verdammt? Was willst du da lagern? Staub? Verdammte Millennials, wer hat euch das beigebracht, verdammt? Eure Großmütter oder was, verdammt? Малыш, тут нет балкона. Все, ну то есть максимально просто. 776 комментариев, 15, почти 16 тысяч отсылок. Вот 945 тысяч. Я, кстати, вот когда он начал набирать, он прям очень быстро начал набирать. Я подумал, блин, ну 1 миллион наберет. Не набрал. Ну, возможно, еще доберет. Да, интересно. Короче, такие. Кстати, кайфовый. Но получается, твоя фишка еще такие сюжетные рилсы, где с актерами так. Ну, видно, что ты, кстати, реально прям заморачиваешь над картинкой. Тут у тебя оператор, я вижу, там они прям с микрофоном, все как надо. Круто, кстати. Да, да. И я же говорю, вот если есть идея и ее реализация, то оно точно даст
точно даст результат. Вопрос какой и когда, это, конечно, да. Но если условно там снять там, или выложить там 5-10 рилсов и опустить руки, если нет результата, и опустить руки, ну а зачем тогда это начинать, да? Но если это делать, тогда это точно 100% даст результат. Ну вот я по себе сужу просто. Оцениваю, как вот это вот все двигалось. Потому что, когда, знаешь, меня вот реально расстроило, когда мы сняли видео по квартире, большое на YouTube, там вот это 15-минутное, капец там времени туда ушло. Времени, там монтаж, силы, энергии, я там вообще никакой был. Ну, то есть я прям YouTube ролик дороже обычно. Да. И он вообще не зашел. Я думаю, бляха-муха, вот это да. Я причем прикол, я снял тогда Reels, как раз из этой серии, ну, то есть я прям не то что жаловался, я решил шуточный рилс записать, ехал в машине и записал, типа, вот, я снял ролик, он не залетел, там, там, на минуту, и он там больше просмотров набрал, чем этот сам ролик. Блин, это прикол. И у меня в комментариях там ха-ха-ха-ха-ха-ха. А это просто вот я ехал в тачке, короче, смонтировал в капкате, все. Ну, и вот такая херня. Блин, я не знаю, там 1010, наверное, набрал, или что-то такое, в общем. Это было интересно, И я понял в тот момент, что идея важна, да, идея 100% важна, но любая хрень, которую ты можешь вот просто идти по улице и записать, оно, если человеку откликнется, и именно вот он находится в том настроении, в котором вот он находится в тот момент, и если ему это откликнулось, он начнет там кому-то отправлять или комментарий какой-то оставят. И это может стать катализатором для того, чтобы этот ролик дальше полетел. И когда-нибудь он найдет там своего адресата, вот кому он там был адресован, например, или кто точно может прийти. И если мы говорим, например, если ты занимаешься там, или я в данном случае занимаюсь продажами, придет тот чувак, который посмотрит и подумает, что я не такой, нормально, красавчик. У нас сейчас с моим клиентом некая коллаборация. Значит, он мой клиент, а у него дизайн-студия. И он предложил снимать, он причем говорит, блин, вот есть идея, в общем, снимать подкаст, не подкаст, как бы это сейчас правильно объяснить, сейчас скажу. Обзоры, лайф, рилсы, скетчи. Обзор-скетч, нет, не скетч, обзорчик трэшовых квартир с Авито, с плохим дизайном. А так как у него дизайн-студия, то есть он хочет, грубо говоря, вот этим показать, что это плохой дизайн, а к нему можно обратиться за хорошим дизайном. Вот. И он такой мне эту идею обрисовывает, а у меня в голове давно сидела идея, что я просто своим голосом, грубо говоря, снимаю запись экрана и просто своим голосом высмеиваю какие-то квартиры. Реакция это называется, съемка реакции. Да. Вот. И я ему это говорю. Он говорит, слушай, давай, объединимся. Я говорю, давай. Он говорит, будешь ведущим? Я говорю, давай, буду ведущим. Для меня новый формат никогда не был ведущим. Вот так же, как на подкаст к тебе пришел первый раз. Он такой, все, давай. И вот мы отсняли 9 рилсов. 2 пока смонтированы, еще не выкладывали, вот с понедельника, со вторника начнем выкладывать. Значит, красивая картинка, все супер, все здорово. Но они получились по длительности, они получились чуть больше, чем мы планировали. В 3 раза. Мы планировали в минутку, а там, так много панчей, скажем так, что, получилось 3. Будем смотреть, может, где-то урезать будем формат. Кстати, в рилсах сейчас очень модно будет делать до 3 минут, поэтому, возможно, даже хорошо. У нас как раз вот это. Причем фокус-группа сказала, то есть мы поотправляли, всем интересно, всем зашло. Думаю, ладно, окей, потому что мне изначально, знаешь как, я не то что самокритичен, но все равно смотришь на картинку, и для него вот, например, вообще супер, а для меня я там, где-то что-то смотрю, я бы вот по-другому сделал. Окей, посмотрим. Все равно пока не протестируешь, не поймешь. Но из этого формата там еще родились еще несколько форматов, которые мы будем снимать, как раз сценарные. Это фактически, повторюсь, это вот больше, наверное, обращение к агентам. Вот это мой клиент, продавец, то есть с которым я работаю уже там 3-4 года, и вот мы с ним уже пилим там совместные проекты. Он двигает свое, я двигаю себя в сети, и это интересно всем. Мне кажется, это прям классно. И вот когда мне кажется, это прям классно. Это я заживал, по-моему. Классно. Когда находится вот такое вот
что-то связующее там покупателя, продавца там и риэлтора, вот когда оно что-то есть, это вот самая крутая, наверное, коммуникация, которая, синергия, которая может вообще возникнуть. Поэтому, когда говорят, риэлтор говно, да, говно. Ну, Зато он что-то просмотры есть. он что-то делает. Риэлтор с просмотрами. Да, риэлтор с просмотрами. Говно риэлтор с просмотрами. 100%. 100%. Это прям на обложку можно на YouTube. Это можно. У меня фотограф 3 дня назад мы переснимали квартиру в центре, значит, и он такой, я там хожу, он такой, стой, сверху свет так падал классно, а так как он фотограф, он этот момент поймал, говорит, дай я тебя сфоткаю. И он меня сфоткал, вообще крутые снимки получились, там на 2,5 лицо, и он сам там типа написал Esquire, и я выкладывал как раз это в сеть, и он написал заголовок, типа от таксиста до неизвестного риэлтора за 15 лет. Смешно, пиздец. Ну, меня прям разорвало вообще. Ну, такая, это вот, когда есть, ты когда можешь иронизировать, самоиронизировать. Получается пародия на журнал, да? Да, все верно. Ну, типа, от таксиста до неизвестного риэлтора за 15 лет. Не до известного, а до неизвестного. Ну, то есть, написать до известного каждый может, а до неизвестного, ну, типа, вот так это все. И оно прям вот так на обложку прям вот легло. Поэтому не удивлюсь, если ко мне Esquire обратится когда-нибудь. За правами. Пусть так и будет. Да. Тимур, хочу вернуться к теме недвижимости. Давай. Я знаю, что ты больше занимаешься вторичным, да, жильем, чем новостройками. Расскажи, пожалуйста, почему так? Там больше денег или сейчас рынок изменился? Актуальный вопрос, скажем так, потому что там не... Знаешь как? Сложно сказать, больше ли там денег сейчас, потому что сам рынок, он сам по себе очень болеющий на данный момент. Да, ну по объективным причинам, скажем так, потому что денег стало меньше, у кого-то их стало больше, но они у них где-то. И поэтому очень избирательны в выборе там объектов. Но вот если мы берем, например, период 20-22-23 даже год, новостройки, знаешь, вот продавали все, кому не лень. Ну, то есть вот очень много риэлторов повалило туда вот именно в эти года, потому что максимально простая продажа. То есть ты выкладываешь что-то в сторис, там, в статус, и тогда статус, по-моему, еще уже были. В 23-м уже было, да, точно. Просто там какую-то планировку, цену, еще что-то. Ну, очень много ипотеки же льготной было, очень много льготной ипотеки было, очень дешевые ставки. Ты что-то выложил, тебе кто-то что-то написал, очень большой отклик, ты что-то продал, ты заработал, получил комиссию от застройщика. Ну, то есть все очень просто. Для того, чтобы продать вторичку, тебе с этой вторичкой что-то надо сделать. Отфотографировать, выложить в сеть, потратить деньги там на объявление, на продвижение потратить деньги, значит, показать эту квартиру, потратить время там. Как правило, не с первого показа продается квартира, их может быть 20, их может быть 2, их может 50 быть. Ну, то есть, и вопрос даже не в компетенции агента. Это вопрос скорее в нюансах, которые могут быть вообще в целом по объекту, ну и не заходите. В общем, по-разному. И вот, наверное, в новостройках в те года денег было точно больше, потому что, ну, их же повально прям продавали, и продавали прям очень много. Но в новостройках, как по мне, нет творчества. И вот это вот меня, знаешь как, я новостройками занимаюсь, когда ко мне приходит конкретный там покупатель и говорит, вот я хочу вот это. Там, или у меня вот такой запрос, а он только среди новостроек покрывается. И да, конечно, я ему подбираю там объект. Но вот так, чтобы вот конкретно вот так вот там выставить там историю какую-то, еще что-то, это слишком просто. Я не то чтобы сложный путь выбираю, но я творческий путь выбираю. Ну, вот творческий путь мне поближе. А вот во вторичке, и особенно сейчас это видно, когда, знаешь, как новостройщики сейчас посасывают. Ну, вот, по крайней мере, те коллеги, с которыми я общаюсь, потому что, да, сейчас появились программы рассрочек у девелоперов, и они, конечно, там дали какой-то вот буст. Новое дыхание. Да, новое дыхание. Но в основном, то есть относительно, если мы берем того периода продаж, который был, все равно это прям сильно ничего, я бы так сказал. А так как я работал во вторичке, я не сильно почувствовал какой-то, знаешь, спад. Он, безусловно, есть,
Но и тогда было непросто. Ну и сейчас просто так же непросто. Поэтому, знаешь, у меня нет такого, что типа шло и бах. У меня просто вот так, и что-то там потрясывает меня. Поэтому вторичка. Но в первичке, в новостройках, есть классные проекты, и я их не упаковываю, но я сейчас их изучаю в разных городах, причем России. В Казани мне не очень нравится. В Казани есть там несколько проектов, которые мне нравятся, я их буду анонсировать и снимать. Да, для меня съемка еще важна. То есть не просто там, опять же, вот выставил. Вот. А по России есть прикольные проекты, я их сейчас доизучаю и тоже буду их выставлять. Вот. Буду ли снимать? Возможно. Ну, это надо скататься, бюджета. Поэтому вот по ответу на твой вопрос вот примерно так. Ты говорил, что у тебя комиссия выше, чем у других риэлторов. Так ли это? И если да, то почему? Знаешь... Это связано с тем, что ты контент снимаешь? Смотри, когда... Я прямо озвучу комиссию сейчас, ну, размер комиссии. Значит, и когда я тебе это говорил, я после этого начал изучать. И пришел к выводу, что уже не так. Уже не так. Когда в 2018 году я стал работать один, и когда увидел комиссии, которые есть в других городах, я такой, так, уйду на 3%. 3% комиссию. Ну, как застройщики берут, 3%. Объяснить, ну, то есть работать с возражением было прям сложно. Потому что, а почему 3%? Но меня выручали тогда сарафан. Прям сильно выручал сарафан, потому что... клиенты ко мне лояльны, да, там они работали со мной изначально там по другим чекам, но так как они уже увидели там мою там, профессиональную часть, они соглашались. Вот. Тогда для рынка это была высокая комиссия. Ну, видишь, застройщики платили 1% в среднем. По вторичке тогда комиссия была там по районе 100-150 тысяч. Кто-то брал какую-то часть фикс плюс 1%. Ну, до 3% там никто не доходил в основном. В коммерции были такие проценты, но мы сейчас про вторичку говорим. Но прошло 7 лет. Ну, на данный момент, да, 7, ну, пока 6, да, 6 лет прошло, и комиссии изменились. Значит, комиссии подросли, и сейчас достаточно большая часть агентов по вторичке берет 3%. И я буквально на этой неделе разговаривал со своим хорошим клиентом, он и покупатель, и продавец, вот, товарищ уже, и я ему задаю, ну, то есть я прям с ним разговариваю, в диалоге нахожусь, я говорю, вот так-то, так-то, пообщался там с ребятами, у многих там 3%, что думаешь, если я там начну поднимать свою комиссию до 3,5, 4, может быть, 5%? Вот. Он мне дал нормальную, понятную обратную связь. И он мне говорит, 5% скорее всего рынок не схавает, 4%, ну, вероятность очень высока. Там 3,5 можно начать. И он говорит, и вот учитывая, что ты делаешь про меня, это прям оправдано. Ну, то есть, как я к этому подхожу? Ну, то есть, даже, знаешь, мне вообще не влом переснять что-то. То есть, сделать второй раз это по кругу, ну, потому что, да, это затрата определенных ресурсов, но, блин, если с объектом ничего не происходит, надо же что-то менять. Там, либо это текст, либо это видео, еще что-то. По текстам мне, кстати, очень много пишут. Ну, не так много, как по видео, но пишут просто обратную связь, дают в Авито, типа, блин, классный текст, зачитался, там, в том числе и коллеги, кстати говоря. И, ну, талант, не знаю, но просто, когда у меня вдохновение есть, я прям вот написываю. Вот. Я, знаешь, как я продаю образ жизни, а не объект. Вот, наверное, вот так. И вот я этот образ жизни пытаюсь прописать в тексте, передать в тексте. Красиво, кстати, сказал. Да, и этот же образ жизни я передаю в тексте и пытаюсь передать в видео. Ну, надеюсь, получается. Вот, поэтому вот по поводу комиссии вот так. На данный момент она не самая высокая по рынку точно. Она, ну, она не средняя, ну, она обычная. Вот я бы так сказал, для тех, кто работает в этом сегменте. Буду повышать, потому что в сравнении, блин, ну, у меня затрат сильно выше, чем у рядового агента, который работает в агентстве недвижимости, или просто у агента, который там, я не умаляю ничьих достоинств, но там выставить квартиру в Авито, да, там купить продвижение, это все-таки там не стоит там 50 тысяч рублей. Вот. У меня, как правило, затрат на объект, вот если я укладываюсь в 10% от своей комиссии, это хорошо. Но есть объекты, прямо скажу, где затраты по объекту
относительно моей комиссии, которую я еще не получил, потому что объект еще в продаже, уже там больше 20 и даже некоторых больше 30%. Это, конечно, мой косяк. Ну, как косяк? Объект еще не продался, это, безусловно, мой косяк, но связанный в том числе и с реалиями рынка. Но вот то, что я не останавливаюсь в затратах на маркетинг, это, конечно, вот 100% косяк. Может быть, стоило бы остановиться, а может быть и не стоило. Ну, пока не продастся, не узнаешь. Хочется уже получить кейс, какие максимальные затраты у меня будут на продажу объекта. Ну, пока цифра, конечно, такая пугающая иногда. Да, понял. Кстати, вот мы фрилансеры можем работать онлайн, да, кто вот монтирует, там, что-то снимает. Есть ли возможность у риэлторов также работать? Возможно, у тебя есть проект в других городах, продаешь ли там в Сочи, в Москве? Да, онлайн можно работать. Значит, сейчас, знаешь, как с учетом того, что технологии шагнули далеко вперед, можно онлайн-сделки проводить, ну, повсеместно уже, да. И я работаю, я продаю в Сочи, я продаю в Москве, в Питере, само собой, ну, Питер я с него начинал, Калининград мне нравится, Турция, да, знаешь как, когда вот этот бум пошел, когда отток людей из-за там текущих реалий поток пошел из России, там прям был бум, всплеск на рынке недвижимости, очень много наших покупало. Знаешь, турецкие агентства недвижимости или турецкие застройщики приезжали сюда, в Казань, проводили презентации агентам, там космические, ну как космические, ну да, по 10%, понимаешь, комиссию выплачивали за объект. И выплачивают и сейчас, и даже побольше даже есть. Прикинь, 10%. Вот у тебя объект стоит 5 миллионов рублей, 500 тысяч за 5 миллионов рублей. А если объект стоит 50 миллионов? То есть, да, 10%. Это не затраты на маркетинг, я считаю. Это переоцененный объект на рынке недвижимости. Ну, скорее всего так. И то, что я тогда не сунулся, в этот рынок, он мне как-то, знаешь, когда уже все туда летит, лучше посидеть на жопе ровно. Лучше вот здесь вот продавать, ну, вот по моим ощущениям, и так и получилось. Потому что у меня вот и знакомые, кто-то столкнулся там с моментами, что вот они купили там, условно, там за 100 тысяч евро, они сейчас и за эти же деньги продать не могут. Я уж не буду говорить, какие там минуса, но за эти же деньги продать не могут. Да, кто-то ошибался, ну, то есть можно купить не там. Да, но там, не там, это уже вопрос, наверное, к агентам турецким. Вот, в общем, Турцию я не продавал. Вот, в Эмиратах у меня была одна сделка, и было несколько клиентов, которые хотели купить, но так и не дошли. Вот, но это был, получается, какой, 19-20 год примерно. Вот тогда. После этого я не то, что не хотел, ну там так много строек стало, я просто не успел за этим рынком. И, возможно, то есть сейчас вот изучая как раз-таки проекты в других городах, в частности Сочи и Калининград, в том числе и туда буду стремиться, потому что, ну почему нет? Учитывая, что вот эти технологии позволяют все это дистанционно делать, а клиенты, по моему опыту, часто вообще не летают на сделки. То есть и делают доверенности какие-то определенные, значит, и онлайн совершать сделку. То есть клиенты покупают, не видя объекта вообще. Это если мы говорим про новостройки. Это распространено так. Хорошо. У меня к тебе сейчас даже два вопроса. Давай. Первое, есть ли в вашем сегменте у риэлторов такие вещи, как наставничество, да? Можно ли обучиться этому где-то, например? И давай с этого начнем, да, про обучение. Есть такое, что у риэлторов обучение, кто-то обучает, или, в принципе, вот все так заходят на рынок и с методом своих ошибок проходит весь этот путь, таким образом становится профессионалом своего дела? Наверное, такой путь проходил только я, ну и Майкл Джексон. Но знаешь как, такое есть. В сети очень много рекламы попадается про наставничество. Знаешь, очень часто офферы, типа, как риэлтору выйти на 5 сделок в месяц стабильно, как риэлтору стабильно зарабатывать от 500 тысяч в месяц и так далее. Это, знаешь, это, наверное, со времен БМ, еще, если помнишь, бизнес-молодость была.
У них были как раз-таки такие офферы, и они как будто оттуда до нас дошли. Значит, что точно есть и что точно работает? Во всех крупных агентствах недвижимости есть период обучения агентов. И, значит, совсем зеленый агент без опыта, он там может поднабраться этого опыта как раз-таки и либо остаться дальше в агентстве работать, либо пойти в свободное плавание. Так часто делают, но часто же это не заканчивается абсолютно ничем для них. Вот, поэтому лучше там наработать там какой-то определенный опыт в агентстве, и если уж ты туда пришел, и дальше продолжать в агентстве работать. Просто правильно выбрать агентство нужно еще. У всех разные системы обучения. У крупных в основном это на поток. Ну, типа, вот тебе зашло 20 человек, и если один из них какой-то получится классный, это нам подходит, потому что поток людей очень большой. А у кого-то на результат. То есть вот зашло 20 человек, и вот им важно, чтобы ну, хотя бы 15 было нормальных. И они еще не всех на обучение берут. Поэтому, если обучаться, ну, то есть, то надо идти в какие-то агентства и прям обучаться. Есть онлайн-обучение, там 100% есть обучение. Ну, у нас чему только не обучают. Да, и наставники, и все, и задорого это продают. Да, ну, то есть, реклама мне периодически всплывает, попадается. Ну, так как я агент, я фактически целевая аудитория, и как-то таргетингом они находят в любом случае меня. А ты сам обучаешь? Был такое? Нет, были предложения. Буквально вот в ноябре прошлого года ко мне обратились ребята, они с Сочи, продюсер. Вот типа давай, вот у нас вот есть вот такой кейс, там какая-то риэлторша из Питера, кстати говоря. Не помню фамилию, но в общем я смотрел, да, такая приятная. Вот, и у нее агентство недвижимости, и вот она как раз продавала. Я у них спрашивал, типа, а что они закончили-то? И у них там что-то там разошлись. То есть результат был положительный для обеих сторон, ну, там что-то не получилось. И вот они во мне увидели, что, а почему бы не попробовать? Я сначала подумал, блин, прикольно. Но, знаешь, декабрь был капец напряжный, то есть времени вообще не было. Я им говорю, давайте, ребята, отодвинем всю эту историю там на январь, на февраль. Ну, а там, знаешь, если ты сразу не делаешь, то потом уже, наверное, и не сделаешь. Это как ремонт. Вот если ты потолок в квартире не сделал, а у тебя все сделано, то, возможно, уже и не сделаешь, потом так и продашь. Здесь примерно так же. Но у меня не то, чтобы нет желания обучать, но в порыва, наверное, в моменте скорее нет, чем да. У меня есть, знаешь, точечные ребята, с которыми я работаю, как, наверное, как коуч больше. И оно даже с недвижкой зачастую не связано. Да, есть и агенты, но есть и просто там ребята, которые... Ну, советуют с тобой в разных ситуациях. Которые советуются со мной в разных ситуациях, да, и которым, ну, просто нужна какая-то опора, наверное, и вот зачастую этой опорой выступаю я. Потому что все-таки недвижимость, она пересекается со многими сферами. Ну, если мы говорим про продажную часть. И, как я говорил в самом начале, что квартиру, что утюг продавать квартиру даже проще. Одни и те же навыки нужно посылать, да. По большому счету, да. Если ты уловил клиента, ну, покупателя в данном случае. Поэтому пока не планирую. Ну, что будет дальше? Посмотрим. Что будет дальше, не знаю. Сейчас больше, знаешь, что интересно? Сейчас больше интересно как-то автоматизировать больше агентскую деятельность. Вот я сейчас там запустил, ну, опять же, порыв, да, я запустил канал по недвижке, по вторичке, да, там немного подписчиков пока, но цели у меня там большие довольно. Канал в Телеграме, да? Канал в Телеграме, да. И хочу создать там какое-то количество сервисов, собрать в одном условно боте, который будет полезен для агентов. И таким образом я хочу развивать этот самый канал. То есть это все абсолютно бесплатная история, конечно же. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну, опять же, ресурсы, время. Время тоже ресурс. Ну, в общем, ресурсов входит туда достаточно много. Будет ли результат? Будет. Какой? Узнаем. Да. А используешь ли ты нейросети в своих работах? Нейросеть точно использует... Сейчас хайпово просто. Да. Нейросеть точно использует видеограф. То есть небольшой секрет.
он мне его сам открыл. Значит, вот тот ролик, который я тебе показывал про хрущевку, про про хозяйку, которая в хрущевке. Значит, у нас там случился факап, которым я не знал. Звук у девочки не записался. У нее был, оказался выключен микрофон. И... Кстати, я заметил, там звук у нее другой. Вот, видишь, ты вот ухом слышишь, да. Значит, он мне буквально неделю назад признался в этом. Значит, что получилось? Значит, был мой звук, значит, с моего микрофона. Там что-то там было. Но был ее звук. Мы еще интервью снимали. И он в нейронку, и, короче, он нейронкой... Обучил ее голосу? Обучил ее голосу, да. И когда он мне вот изначально видос скидывал, мне в одном моменте показалось, какой-то звук странный, но я даже подумать не мог, что он нейросеть использовал. И вот он неделю назад мне, то ли после пробежки, после пробежки, там мы пили там чай, кофе, чай, да, и он мне говорит, слушай, говорит, пришла пора признаться. Говорит, что? И он мне этого дает и говорит, да ладно. Ну, то есть, оба ролика залетевшие, в смысле и Reels, и YouTube. И вот интересно. Понятно, что, наверное, это не это повлияло, но фактически голос один в один совпадает. Вот нейронку он активно использует. То есть у нас были там еще рилсы, где он нейронку применял точно. То есть, вот, например, вот эти переводы с балконом, то, что я тебе показал, это точно, точно нейронка. Да. Хотя, значит, в комментариях даже писали мне что-то на немецком, был даже какой-то иностранец. То есть были те, которые просто там рофлили, а были те, которые прям иностранцы. Как-то он туда, видимо, залетел или еще что-то. С этими иностранцами вообще очень такая гиблая история. У меня связана с одним рилсом. Если можно, расскажу. Значит, у нас в прошлом году проходил триатлон. Я участвую в триатлоне, и, значит, проходил триатлон в августе, здесь в Казани прям. И была дождливая погода. Дождливая погода, я там закончил условно свою часть, и там у нас, что там было? Спринт, по-моему, там ребята ехали, и как раз самый дождь начался. Значит, я, зная, то есть проехав велоэтап, я понял, что, там будет вообще месиво, прям 100%. Понимаю, о чем говорю. Значит, и понимаю, где это будет. Я подхожу к тому месту, а там крутой разворот и мокрый асфальт, а шины тонкие, колеса тонкие. И там все повально падают, прям падают. Кто-то жестко, скорый там рядом уже стоит, все там во всем предупреждает. Я начал снимать. Я это все снимаю, мне интересно. Я снимаю. Смонтировал видос в CapCut. Просто смонтировал видос, наложил музыку вальс. То есть, вот эта вот история. Мне почему-то показалось, что будет прикольно. Я это сделал, выкладываю. Там в первый же, по-моему, день 100, что ли, с чем-то тысяч просмотров. Он прям вообще залетел. В рилсах? В рилсах, да. Но залетать начали иностранцы. Там очень много арабов, итальянцев, французов. То есть, они все пишут комментарии на иностранном языке. Значит, мне банят этот ролик за то, что типа музыка... Нет, музыка типа... объяснение типа музыка использует, авторские права. Хотя я ее взял оттуда же, фактически, с этой же соцсети. Думаю, да вы что, придурки? Как так-то? А потом ребята мне говорят, скорее всего, наверное, из-за того, что падение, они вот такую причину придумали. Вот. А он набирает и набирает. В итоге он набрал там 1400 или 500. Я решил его снести, потому что помимо того, что он набирал, очень много иностранцев подписывается. Да, это плохо для твоего бренда. Мне так и сказали. Я такой думаю, ладно, все, окей, сношу. Я его снес, значит, в CapCut сделал ту же музыку, только там другую тональность, еще что-то. В Шазаме не определяет. Думаю, все нормально, все окей. Я его выкладываю, и он не залетает. Он набрал там 1000, может 5-10, может максимум. Все, вот. Но иностранцев не было, хотя вот абсолютно то же самое. Вот прикол. Я даже вспомнил фильм «Такси». Там есть как раз такая сцена, там играет французская музыка, там полицейские машины бьются друг друга. Да. Да, вот тоже. Да. Ассоциации такие вышли. Да. Короче, рилсы, конечно... помогают тебе очень сильно продавать и качать свой бренд. Да, и в то же время она такая очень неизвестная, конечно, история. Но регулярность 100% дает результат. Вот реально, если ты регулярно это делаешь, и если это тематика понятна зрителю,
ну да, точный результат будет. Ну, по сути, если регулярно что-то делать, мне кажется, можно и балет научиться. Можно. Танцевать. Окей. Кстати, мне вот стало интересно. Давай представим такую ситуацию. Я твой клиент. Да. Вот хочу купить квартиру себе, трехкомнатную, в центре Казани. Давайте так, у меня есть бюджет 15 миллионов рублей. Я скажу И я фантазер. Ага. Вот. Как бы ты меня проводил вот в этой работе с моим запросом? Да, понятное дело, там бюджет можно обсудить, да, и так далее. Вот какие этапы меня ждут при работе с тобой? Расскажи, пожалуйста. Ну, во-первых, я бы задал тебе вопрос, а точно ли тебе нужен центр Казани? И по каким причинам он тебе нужен? Потому что причины ведь разные у всех. Кто-то вырос в центре Казани, и вот ему это близко, и поэтому только центр Казани. Просто все зависит от тех триггерных точек, на которые ты давишь. Потому что если, например, это что-то прям глубокое, что в человеке сидит, то от этого ты вообще его не отведешь. А если причина из серии, знаешь, ну вот мне ребенка близко сюда в садик водить, то локацию всегда можно сменить, потому что если есть автомобиль, либо можно найти какой-то другой садик, и там садик или школу, и поэтому локацию легко сменить. Это при условии, что человек не хочет менять бюджет. Потому что если мы говорим там о центре и бюджете 15 миллионов, и тут еще вопрос, вторичка или новостройка. Потому что если новостройка, ну, что-то там, какую-то там маленькую студию, да, можно найти, но на этапе котлована там, или на этапе стройки со сроком сдачи там 26-27 год. Да, плюс-минус очень сильно можно, если очень сильно постараться, то можно. Если мы говорим про вторичку, тоже можно. Но это будет там что-то прям старое, пригодное ли к проживанию, ну, плюс-минус. Поэтому чем больше триггерных точек я у тебя найду, на которые я смогу при необходимости вскрыть что-то, да, там, риэлтор это довольно такой, знаешь, непрофессиональный психолог, вот прям непрофессиональный. Если профессиональные психологи, это вообще очень такой абстрактный вопрос, потому что психология это да, очень обширная тема. Из разряда философии, мне кажется, об этом прям можно говорить, рассуждать. Но риэлтор все равно вот не профессиональный, но психолог. И переделать изначальный запрос можно довольно легко, если найти вот эти вот точки взаимодействия. Были в моей практике случаи, когда люди приходили с одним запросом, причем, знаешь, как бюджет кратно прям увеличивался, ну, прям кратно. То есть, условно, приходили там с запросом в 20 миллионов, уходили с там покупкой в 40 миллионов, даже 47 миллионов. Ну, то есть это прям серьезно было. Но это не то, что типа я молодец, а просто я людям показал, ну, то есть что вот изначальный запрос это все-таки не то, что им действительно нужно. Но это как раз это можно сделать, когда ты вот глубже как раз-таки общаешься с покупателем. То есть, знаешь, вопросы из серии там «Привет, пока, все, вот 15 миллионов, и все, я тебе дал подборку в 15 миллионов». Ты такой, да, ты такой, ага, спасибо, до свидания. Это не так работает, ну, вообще не так работает. Это работает, когда ты в статусе выставил за 15 миллионов что-то, и ты такой, о, прикольно, мне нравится. Вот это так, вот так это может сработать. Потому что ты конкретный там, ну, полутеплый клиент какой-то, который полутеплый лид, как принято говорить, да, ты пришел уже на конкретное что-то. И вот тебя там дальше можно уже вот так развивать, там, посмотреть, а точно ли это подходит. Может, тебе это вообще нахер не надо. Можете... Я могу, кстати, поменять свой запрос даже. Ты меня убедил. 100%. Знаешь, недвижка может вообще тебе быть не нужна. У меня есть клиенты, которые там капитализированы очень сильно, да, но не в недвижке. И у них своей недвижки даже нет, и живут в аренде. Это для меня вообще открытие было. Типа, как так? Да, там есть машина, у кого-то даже машин нет. Типа, ну, у них бизнес, там, в основном это, конечно, айтишники. И им вот, ну, не надо это. Но зато вот капитализация там вот в этом своем бизнесе. Да, там бизнес может, можно сказать, что бизнес схлопнуться может, но новый сделать можно. Хорошо, 15 миллионов? Что-то может за городом рассмотреть мне, потому что моя цель это даже с семьей комфорт проводить время, и чтобы меня не тревожили, условно говоря, соседи. Может даже дом тогда, да? Не квартира. За 15, да, видишь, комфортно проводить время. То есть это не постоянное проживание. Ну, это то, что я услышал.
непостоянное проживание, соответственно, у тебя там есть где жить в городе, тебе хочется покататься туда на выходных, возможно, если в летний период, то в летний период вообще полностью летний период там прожить. Около речки. О, это вообще шикарно, это просто шикарно. Но это уже дополнительное, это дополнительный бонус. Если он будет, хорошо. Если будет лес, тоже неплохо. 15 миллионов – это тот бюджет, в который действительно можно уложиться по загородной недвижимости. Даже сейчас такие предложения есть. Вот у меня сейчас в настоящий момент клиент покупает, ну вот мы сейчас проверяем как раз-таки объект, за 19,5 миллионов. Плюс-минус. Просто для меня, знаешь, как где 15, там и 20 примерно. Это же всегда можно натянуть. За 19,5 миллионов покупает прям в лесу дом, уже готовый, с ремонтом, вообще классный. Там участок большой. Поэтому ты, когда даешь запрос, ты абстрактно к этому подходишь всегда, потому что ты не знаешь, какие варианты будут. Но когда ты увидел, например, ты пришел с 15 миллионами, ты такой, вот я хочу около речки там, или около леса какой-то дом. И я тебе показываю за 20, но это то, что ты видел у себя в картинке. Но 20. Ну ты не купишь разве? Куплю. Тут Вот прям. ты поднапряжешься. И тут такая же история. У него запрос изначально меньше. Но так как его картинка в голове сложилась, то есть я это и хочу. Поэтому, уже изыскиваешь какие-то ресурсы на то, чтобы это приобрести. Вот так это работает. Мгм. Хорошо. А какой последующий шаг? Вот я такой вот хочу вот этот дом, мне понравился, бюджет устраивает. Потом дальше что происходит? Вообще, если мы говорим про меня и вообще про сам первый шаг, когда мы обсудили с тобой бюджет, я тебе примерную дал картинку того, что ты в этом бюджете получишь, мы начинаем с предоплаты. Предоплата моих услуг. Я исключительно по предоплате работаю. То есть у меня вот есть оговоренный размер комиссии за подбор, да, он индивидуален на самом деле, там варьируется, скажем так. Но есть предоплатная часть для, как я в самом начале подкаста говорил, вот мы по рукам ударили, это для меня железно. Вот. Но когда мы говорим о незнакомых людях, ну, друг другу, например, то предоплата – это вот прям еще и замком закрепленная. Вот, предоплата, она больше, знаешь, как она больше тебя, как покупателя, держит в каких-то рамках, внутри которых мы действуем. Потому что, знаешь, бывает такое, что ситуации разные случаются. Да? У покупателя могут разные ситуации случиться, у продавца. Но когда есть мотивация к покупке, а предоплата, как часто, как правило, она все равно не маленькая, это и есть мотивация. Вот. Понятно, что бывают ситуации, когда там, не знаю, там умер кто-то, еще что-то, пожалуйста, на предоплату, никаких вопросов. Вот. Но когда мы говорим про мотивированного покупателя, тебя в частности, и немотивированного отказа, то, конечно, предоплата в этом случае не будет возвращаться. Но когда мотивация есть, мотивация к покупке есть, то ты легко внесешь предоплату для того, чтобы действовать дальше. Значит, мы начинаем с предоплаты. Далее мы прорабатываем те объекты, которые я тебе уже примерно накидал. Значит, если они... Мне важно, причем по каждому объекту, получать комментарий. Потому что, когда я получаю комментарий, я понимаю, что еще вскрывается в твоем запросе. Я получил комментарии, и я понимаю, мы туда двигаемся или не туда двигаемся. Если мы туда двигаемся, то мы дальше продолжаем по этой же там части. Если мы не туда двигаемся, мы кардинально можем этот запрос, я его меняю, добавляю что-то другое, скидываю тебе, ты смотришь, и мы понимаем, то или не то. И это может оказаться то, если это оказывается то мы двигаемся дальше. Мы ездим потом по этим объектам, по выбранным. Если уже понравилось, все, дальше уже там юридическая часть, и подготовка к сделке. Само собой, если на этапе юридической части что-то не то, либо на этапе, бывало такое, что на этапе самого объекта, там конструктив, еще что-то, выясняется какая-то там шляпа, то, конечно, объект не будет рекомендован к покупке. Но бывало и такое, что, видя все недостатки, покупатель все равно соглашался. Моя задача сообщить об этом и показать. То есть ничего не утаить, из того, что я увидел. Вот. И если покупатель с учетом всех рисков готов к дальнейшему продолжению, вопросов никаких нет. Претензий за мою практику ко мне не было. Надеюсь, и не будет. А что входит в юридическую часть? Слушай, там вот прям досконально. Я не скажу... Можно коротко. Я не скажу, что это просто там какая-то проверка выписки, на основе выписки там
покупатель типа на предмет банкротства, там, на предмет дееспособности его, на предмет каких-то там судов и всего остального. То есть тут проверка более глубинная, то есть даже на этапе там предыдущих собственников. Ну, мы идем глубже, двигаемся по предыдущим собственникам, если можем найти информацию про ним. Вот. Если не можем какую-то информацию найти, то опять же мы эти все риски сообщаем покупателю, возможные риски. Ну да, на этом глубже не углубляться лучше. Там уже индивидуально. Иначе... Окей. Я понял, да. В общем, эта часть, она тоже индивидуальна. Там можно и расшириться, можно и как бы вот базовую вещь прописать. Это достаточно. Да. Хорошо. А вот получается, ты такой между риэлтор, да, вот продавец квартиры, ну и дома, и покупатель. То есть бывает так, что ты надо и туда чуть-чуть надо как бы скидку дать, а здесь надо чуть поторговаться, имея в виду, ты же такой между получается, или здесь все-таки как бы... Я к тому, что бывает так, что тебе нужно и тут угодить, и тут угодить. Вопрос, чьи интересы я представляю. Тут все просто. Кто заказывает музыку, тот ее и танцует. Если я представляю интересы покупателя, мне покупатель платит, я не беру деньги с продавца, если это не мой продаваемый объект. Ну, то есть бывает такое, что я и продаю объект, еще и покупатель ко мне, например, обратился за подбором, и получилось так, что ему этот объект подходит. Но не так, что типа у меня был этот объект, а у меня тут еще и подбор. И, само собой, когда ко мне обращается покупатель, я ему предлагаю сначала свои объекты, и если этот объект ему подходит, то покупатель за подбор не платит. Ну, то есть я не беру двойную сумму. Но если получается так, что этот объект у меня потом как-то появился, или где-то я его там что-то где-то как-то эксклюзивно забрал, и такие случаи тоже есть, то и за подбор человек заплатит, и продавец за продажу своего объекта заплатит. Вот в таких случаях, конечно, надо действовать, угодив всем. Да, угодив всем, это такая, знаешь, очень тонкая грань. Потому что покупатель ждет скидки какой-то, и он ее получает, как правило. А продавец ждет продажи за ту стоимость, за которую он хотел продать. И, как правило, это та стоимость, которая его устроит. Я не скажу, что это та стоимость, за которую он хотел продать, но та стоимость, которая его устроит. Ну, в каких-то определенных рамках. Но если это два разных каких-то человека, то если я действую со стороны покупателя, то, конечно, торги. Вот. Если я действую со стороны продавца, то хрен тебе, а не торги. Вот примерно так. Но сейчас рынок покупателя, потому что он непростой, я говорю об этом, болеющий, сложный. Поэтому приходится как-то вот прямо опять же на этой же грани, на этой тонкой ниточке находиться. Понял, хорошо. Нивелировать какие-то моменты. И давай такой финальный вопрос. Давай. Какие у тебя примерно ожидания или прогнозы, я бы сказал, даже на недвижимость в Казани, в Татарстане на ближайшие 3 года? У нас все будет расти по цене или будет такая минусовая часть еще? Как ты думаешь? Вот чисто твое мнение. Вообще, я, наверное, отвечу. Я вот, знаешь как, наблюдая за подкастом со стороны, у меня все равно какая-то часть наблюдателей сейчас включена, я подмечаю, что я на много вопросов не отвечаю прямо. Я как-то вот около, что-то там туда-сюда зайду, и это надо мной друзья часто шутят, типа, ты как типичный риэлтор отвечаешь. Потому что, и это действительно, так, потому что надо где-то ответить так, чтобы вроде и да не сказать, и нет не сказать, и что-то среднее. Поэтому на этот твой вопрос я, наверное, примерно около так же и буду отвечать, скорее всего. Но прямой ответ тоже будет. Значит, если мы заглядываем глобально, 3 года ты взял период, мы точно будем расти. Я прямо уверен на 100%. Не Татарстан, а Казань. Про Татарстан не могу сказать, я просто не работаю, не знаю ситуацию в Челнах, там, в Елабуге, в Нижнекамске, честно, не знаю. В Казань точно будет расти. Почему? Потому что у нас настолько круто выстраивается вся инфраструктура,
И настолько круто мы растем в плане вот этой инфраструктуры, это благодаря, очень сильно благодаря там Раису Республики. Настолько благодаря налаживанию связей, да, благодаря тем ресурсам, которые вливаются в Казань, мы точно будем расти. И точно сюда будет увеличиваться туристический поток. И благодаря этому, на этом мы точно будем расти. Особенно центральная часть. Центральная часть, наверное, будет расти. Центр, Вахитский район, Новосавинский, еще и потому, что ограниченное количество земли, сейчас же очень много вширь строят, ну и Советский район, Советский, Приволжский район, там вот эти пустые участки, ну, которые уже сейчас не пустые. Но вот центр и Новосавинский район, участков совсем нет практически для стройки, и из-за того, что их мало, из-за дефицита количества участков, из-за дефицита новых возможных построенных квадратных метров, там точно будет увеличиваться стоимость квадратного метра. Поэтому, если задумываться об инвестициях именно в недвижимость, стоит рассмотреть при наличии, конечно, средств Новосавинский и Вахитский район. Вот это если глобально, 3 года. Будут ли просадки? Вот этих просадок лично я ждал в 2023 году. Ну, в 2024 и, соответственно, тоже в перетекающий. И на самом деле они есть. Просто они не видны глазу, потому что, вот, знаешь, цена квадратного метра, цена итоговая, стоимость объекта недвижимости в сети, она как будто бы не меняется. Ну, там плюс-минус там что-то двигается, там 5% примерно. Но торги по некоторым объектам, они... Ну, слушай, можно прям существенно поторговаться. И 10, и 15, и 20% прям скидывают. И даже больше. Не всегда. Но это вот прям частная история. Поэтому вот если глобально будет ли вот так, так вряд ли будет. Это про вторичку. Про новостройки. Новости, если смотреть YouTube, они довольно тревожные. Ну, там про банкротство застройщиков, что они там распродают свои активы, которые стали для них непрофильными, московские застройщики. Но вот если туда ориентироваться, как будто грядет жопа по новостройкам. Ну, если по новостройкам придет жопа, тогда и на вторичке тоже, в принципе, задница тоже будет. Вот. Ну, вот будет ли? Не знаю, но знаешь, как-то оно в какой-то... Мягкие булочки. Сильно мягкие, поджаренные. Оно, знаешь, как оно... В какой-то момент прям фоном оно. Это же у нас все новости так делаются, да? Большая часть новостей так делается. Значит, оно фоном прям очень много давит, потом нормально отпускает. Потом опять давит, отпускает. Ну, смотрит на реакцию рынка. Как будто сейчас новостей уже меньше. Поэтому какой-то, ну вот глобально, я думаю, ничего не поменяется за эти 3 года. То есть оно точно вырастет, ну вот через какие-то вот такие вот небольшие волночки, наверное. Угу. Что скажешь про речной порт, который сейчас тоже там красиво обещают? Вообще, когда они начали его застраивать, я вот нескольким инвесторам говорил, купи, мне прям нравится. Но знаешь как, там же очередями вся эта история сдается. Вот лично я купил бы, ну, там, вот 3-4 года назад, в 15-м, да, участок прям, 4 года назад, и вот на 10 лет об этом бы точно забыл, потому что, значит, я катался там в прошлом году, там пыли, я вообще охерел, там все время пыль, то есть там сейчас вот сдано несколько очередей, там ЖК «Живи», я не знаю, как там люди живут, потому что очень сильно пыльно, очень сильно шумно. В перспективе классное место, но что у них в квартирах внутри, я не знаю. И еще, знаешь, там очень много квартир в аренду, они же позиционируются как центр города. И да, как будто бы это центр города, но очень сильно отдаленный центр города. И там такой убогий ремонт делают ребята, блин, капец. Ну, не знаю, без слез не взглянешь вообще. То есть просто люди купили дешево, ну, потому что там изначально дешево прям продавалось, ну и типа вот бюджетный ремонт. Но там не должно так быть. Ну, то есть если это какое-то позиционирование центра, ну, сделай это нормальный ремонт, ну, приятный. Можно же сделать красивый ремонт, красивый, но бюджетно. А можно сделать дорогой ремонт и плохо. Вот. Это, кстати, об этом наши эти выпуски, о которых я говорил в середине. Так что портовая прикольно.
Портовая прям хорошо, но в перспективе, если вот на тот момент я говорил, что на 10 лет забыть, то сейчас это 5-7 лет, вот потом прям будет шикарно, мне кажется. Да, окей. Ну что ж, поживем, увидим, да? Мне тоже очень понравился рендер, я смотрел, прям кайфанул, я думал, вау, это Казань? Да. Это Казань. Да. Да, окей. Ладно, спасибо, Тимур Бикзурахмет, что пришел, погостил у нас. Надеюсь, всем вам было полезно. Увидимся еще, я думаю, и в жизни, и в интернете. Рахмат, еще раз. Спасибо, что позвал, Бай. Да, Связь. связь, да, всем связь.